Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях внешней политики Абхазии, самых главных новостях мировой политики, анализируем происходящее, приводим мнения экспертов по тем или иным вопросам. Итак, начнем. 8 октября в Женеве Совет по правам человека ООН принял резолюции по, цитата, «оккупированным территориям Грузии, сотрудничество с Грузией», сообщает МИД Грузии. В Тбилиси подчеркивает, что резолюция о положении с правами человека на оккупированных грузинских территориях, так называемых, которую Грузия вносит с 2017 года, впервые прошла при полном консенсусе. Резолюцию на заседании Совета представил заместитель министра иностранных дел Грузии Дарсаля. В резолюции повторяются формулировки о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Кроме того, в резолюции снова рассказывается о якобы дискриминации и нарушении прав человека в отношении этнических грузин, проживающих на территории так называемых оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Это при том, что у Совета ООН нет доступа на территорию республик, что и признается в документе. Цитата: «Совет требует обеспечить немедленный и неограниченный допуск на территорию оккупированной Абхазии из Цхинвальского региона», говорится в сообщении МИД Грузии. Принятие резолюции сотрудничества с Грузией в Совете ООН по правам человека и последующие заявления представителей Великобритании являются частью давно отработанного политического спектакля, направленного на дискредитацию Республики Абхазия и Российской Федерации, отмечают в МИД Абхазии. В комментарии заместителя министра иностранных дел Абхазии Дисия Бигвава, в частности, говорится: в очередной раз наблюдаем, как международные институты используются для продвижения односторонней и предвзятой позиции Грузии. Используемая в резолюции терминология «оккупация», «незаконный военный контроль» не имеет ничего общего с реальностью и грубо искажает историческую и политико-правовую ситуацию. Озабоченность нарушениями прав человека и требования о допуске международных наблюдателей является не более чем инструментом политического давления, считает Бигвава. Мы открыты для диалога, но только на условиях равноправия и уважения нашего суверенитета, а не под диктовку тех, кто закрывает глаза на агрессивную политику Грузии, в том числе на ее отказ от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, отмечено в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. К другим новостям. Израиль и Хамас достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающему прекращение огня, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Об этом в ночь на прошлый четверг объявил президент США Дональд Трамп и подтвердили враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском Шарм-эль-Шейхе при посредничестве Катара, Египта и Турции. Первый этап мирного соглашения, о котором договорились Израиль и Хамас, включает прекращение боевых действий, обмен заложниками и заключенными, а также гуманитарные меры. Хамас обязался вскоре освободить всех живых заложников, по последним данным их 20 человек, а Израиль отведет войска до согласованной линии. План предусматривает расширение доступа гуманитарных организаций в сектор Газа под контролем международных структур, включая ООН и Международный комитет Красного Креста. Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth, что Израиль и Хамас подписали первую фазу мирного плана. Он заявил: все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии. Это первый шаг к прочному и долгосрочному миру. Это великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля и для Соединенных Штатов. Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые помогли сделать это событие возможным. Благословенные миротворцы, написал Трамп. По информации Reuters и Associated Press, в Шарм-эль-Шейхе присутствовали представители США, Израиля, Египта, Катара и Турции. Переговоры проходили в закрытом формате с участием советников по национальной безопасности и спецпредставителей по Ближнему Востоку. Катар и Египет выступили основными посредниками между сторонами, координируя передачу предложений и согласование параметров обмена. Перемирие между Израилем и палестинской группировкой Хамас, ознаменовавшее начало первого этапа соглашения, вряд ли приведет к всеобъемлющему мирному договору, поскольку ключевые задачи Израиля остаются невыполненными. Такое мнение выразил политолог Геворг Мирзаян. Главная цель Израиля –
полностью зачистить Газу от Хамас, чтобы фактически полностью уничтожить движение. Не выполнено, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху не собирается отказываться от этого. Сейчас стороны фактически договорились только о прекращении огня и освобождении заложников. Подобные договоренности были и раньше, но в последующем они ни к чему не приводили. Так будет и в этот раз, подчеркнул эксперт. Мирзоян полагает, что Белый дом стремился к скорейшему соглашению по Газе до объявления лауреата Нобелевской премии мира, дабы президент США Дональд Трамп мог похвастаться еще одной законченной войной. Эксперт считает, что как только интерес Трампа к ситуации в Газе угаснет, боевые действия возобновятся с новой силой. Многие говорят, что Нетаньяху пришлось пойти на уступки Трампу, но на самом деле он больше выигрывает от подобной сделки с Хамас. После того, как вернутся все израильские заложники, на Нетаньяху уже не будут давить их родственники, и это полностью развяжет ему руки, объяснил политолог. Между тем, любопытно, что лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. И тем не менее, многие уверены, что Трамп абсолютно реально представлял себя лауреатом. Традиционно в преддверии оглашения решения норвежского Нобелевского комитета в СМИ широко обсуждаются вероятные лауреаты. Но в этом году скандальности самой неоднозначной награде имени Нобеля добавило возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Еще в первый свой президентский срок он потихоньку надеялся на получение премии. Теперь же развернул полномасштабное наступление на норвежский Нобелевский комитет. Тем более ему колет глаза пример его либерального предшественника Барака Обамы, которому через 8 месяцев после прихода в Белый дом за красивые глаза и больше ни за что присудили Нобеля, как считают многие эксперты. Если верить словам Трампа, за время после своего возвращения в президенты США он успел урегулировать то ли 6, то ли 7, то ли 8 военных конфликтов, что, по мнению многих аналитиков, выглядит натяжкой во всех случаях. Тем не менее, аккурат к 10 октября Трамп получил право отрапортовать миру, что при его активном посредничестве Израиль и Хамас подошли к реальному прекращению огня в секторе Газа. Однако эксперт утверждает, что для Трампа поезд ушел. На этот год в списке номинантов, а ряд известных политиков действительно выдвинул Трампа в Нобелевские лауреаты, закончили принимать еще в январе, когда американский президент только вступал во второй раз в президентскую должность. Теоретически у него были неплохие шансы надеяться на премию 2026 года, однако знающие люди говорят, что и это вряд ли. При всем своем показном миротворчестве президент США далек от нобелевских идеалов, как у себя в стране, так и за ее пределами, считают аналитики. В свою очередь, возвращаясь к самой теме, Москва надеется, что план Вашингтона по разрешению палестино-израильского конфликта осуществится. Об этом заявил лидер России Владимир Путин в четверг, выступая на саммите «Центральная Азия-Россия» в Душанбе. Про Трампа, знаете, это не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Во-первых, мне кажется, и вряд ли кто-нибудь из вас или из ваших зрителей и слушателей будет возражать, вряд ли. Сейчас скажу, что имею в виду. Были случаи, когда комитет этот присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. И, на мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии. Человек пришел, хороший, плохой, ему сразу там через месяц, через два, бум, за что? Да вообще ничего не сделал. Разве так работают? Это же за заслуги за какие-то нужны. И поэтому авторитет, мне кажется, он в значительной степени утрачен. Но Бог с ним, не мне судить, но достоин ли или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы. И уже я говорил точно, я знаю по отношению к кризису на Украине, он искренне стремится к этому. Чего-то там удалось, чего-то не удалось. Может быть, еще нам многое удастся сделать на основе договоренностей и обсуждений в Анкоридже. Но уж он точно
старается, точно работает над этими вопросами, вопросами достижения мира и разрешения сложных международных ситуаций. Вот самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, но это историческое событие. Это просто историческое событие. И если вы обратили внимание, я вчера разговаривал с премьер-министром Ирака, он сейчас возглавляет Лигу арабских государств, мы договорились с ним, что мы даже перенесем нашу встречу Россия и Лига арабских государств, и я сделал это была моя инициатива, я сделал это именно потому, что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился и идет, кстати, по инициативе и при прямом участии Трампа на Ближнем Востоке. Ну разве это не достижение? Вот. Это достижение. Но, повторяю, не мне решать, достойна эта премия или нет, и достойна ли эта премия достижений такого рода. Ну а глава российского МИД Сергей Лавров уже сегодня назвал мирный план Трампа по Газе, цитата, «лучшим, что есть сегодня на столе переговоров». Ситуация, которая привела к сегодняшнему дню, вам хорошо знакома. Саммит готовился давно, но когда стало понятно, что именно эта неделя, включая сегодняшний день, когда должны были начинаться мероприятия саммита, станет решающей в продвижении договоренностей о секторе Газа, договоренности, которые активно продвигали наши египетские друзья, Катар, президент Трамп, безусловно, выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров, хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но, тем не менее, как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы населения. Сейчас вот возвращаются тысячи газовитян, возвращаются домой. Как они будут там жить, я не представляю себе. Но, тем не менее, лучше заниматься воссозданием собственного жилья, чем постоянно находиться под обстрелами, жить ежедневно под угрозой смерти своих детей, своих родных, своих близких. Поэтому мы искренне желаем успеха сегодняшнему мероприятию, сегодняшней встрече в Верхах, в Шарм-аш-Шейхе, где участвует, как я понимаю, более 20 стран и арабского мира, и ряд западных государств. Надеюсь, что все договоренности будут выполнены. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать следить за самыми интересными и важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.